Мгм. Hi man! Merhaba. Салям алейкум. Selam алейкум. Selam алейкум, Ахмеджит. Киевтен, сізге ең гүзел насылдайым, Телеклер. Э, Всем привет, дорогие друзья. Хавель Заранен. Была очень занята 2 недели. Вот никак не получалось записать новую программку, пообщаться с долгожданным гостем, с которым я дружу в интернете. Подписана на его работы, на его творчество Эрвин, известный художник, дизайнер. В Инстаграм, в Фейсбуке вы можете посмотреть в интернете его работы. Значит, Эрвин Сейтасанов, я являюсь поклонницей твоего таланта, Эрвин. Мне Селям. очень приятно. Мне очень приятно, что именно такие люди, как вы, оценивают мое творчество. Знаешь, твои работы вдохновляют, в них заложен большой смысл в каждой твоей картине, в каждом твоем, скажем, да, росчерке. И это круто. Я хочу параллельно показывать зрителям, чтобы быть не голословной. Крымчане тебя знают, но вот презентуй себя, пожалуйста, расскажи о себе через свои картины. Это возможно? Где ты учился? Чем ты занимаешься? Как называется именно это твой вид творчества, да? Ну, учился я, еще с самого детства как бы увлекался Мгм. рисованием. А, Сначала был самоучкой где-то до класса 9. Потом меня друзья позвали в студию изобразительного искусства, где я так активно занимался. Мгм. Вот, развивался и уже как бы более оттачивал свои способности в академическом плане. Мгм. Вот. После школы я поступил на курсы компьютерного дизайна, где изучал графический дизайн, 3D-моделирование, все, что связано, вот, разный софт, Мгм. э, программный софт. Плюс потом 2 года отучился на курсах компьютерного дизайна в Симферополе. И так как чтобы еще более как бы закрепить свои знания, я пошел в Крымский инженерно-педагогический университет на факультет искусств. Закончил я его в 2013 году, не, в 2014 году я закончил его ам, по специальности монументальная живопись. Вот, Звучит монументально. да. То есть у меня так сложилось, что у меня довольно широкий спектр деятельности. То есть это от там, верстки периодических изданий до разработки логотипов, э, роспись стен, портреты, картины на заказ. Плюс есть еще как бы свои какие-то увлечения. Недавно начал Танцуешь. увлекаться каллиграфией. Вот. Да, я видела, это все по очереди. Ты хорошо танцуешь в коллективе Атэш. Но давай сейчас поэтапно пройдемся. Вот я сейчас Мгм. показала Джами, очень красивая. Как ты технику, цветовая я гамма, да, что тебя вдохновляет? В каких программах ты работаешь? Вот расскажи о творчестве, как ты создаешь, где ты берешь вдохновение. Вот сразу тебя забросала всеми возможными вопросами. Мгм. Ну, как бы одно из таких главных источников вдохновения — это, естественно, наша культура, Мгм. наша земля, наш народ, наше творчество. А, Если конкретно говорить о этой работе, на Да. которую мы сейчас смотрим, а, эта идея мне пришла спонтанно. Я занимался делал эскиз для одного заказа по росписи стен. И там были каллиграфные такие росписи. И я что-то так сидел, и у меня как-то в голову пришла мысль, что если заключить в тамге первые 4 строки нашего гимна. Вот. И если внимательно присмотреться к этой работе, то можно заметить, что в верхней части первая строка идет диатон-антеткенмен. Антиткенмен, Сёсбергенмен. Вижу, да! Очень классно. Такой код, Потом да? там в левой части тамги идет вторая строка, в средней части третья строка и в боковой в правой четвертая строка. Класс.
Потом Класс, машаллах. потом я реализовал работу уже, триптих сделал, то есть 3 такие одинаковые тамги были, уже полностью весь гимн. Сейчас эта работа находится в Турции. Мгм. Потом Идеи ты очень где-то хорошо очень. подглядываешь или вот так сидишь, и у тебя раз, опа, идея пришла сам, или ты где-то все-таки берешь, черпаешь вдохновение, где-то подсматриваешь у своих коллег? Ну, безусловно, я так активно интересуюсь работами своих коллег, и не только коллег, и это может быть и там модельеры одежды, например, либо вообще не связанные с крымско-татарской культурой, какие-то, даже дизайн автомобиля, он может как-то вдохновить на что-то новое, на какие-то новые формы, на какие-то новые линии. Вот. Если вы заметили, в моем творчестве очень активно используется образ тамги, и я ее всячески обыгрываю в разных интерпретациях, и порой что-то может вдохновить совершенно необычное на новую форму. Вот это меня очень, я когда увидела, мне так понравилась эта тамга, вот этот символ, профиль мужчина и женщина в национальных крымско-татарских костюмах. Как пришла тебе идея? Вы видите, А, зрители, я ну, надеюсь, наверное, все, в тамге вот два профиля, женщина в феске, мужчина в халпахе, и все это как будто бы на айпетре сверху, да, это небо, мгм. это очень красиво. Саунс. Ну, идея пришла спонтанно, и, ну, она просто пришла. Я просто смотрел на тамгу, и мне как-то вот эти 2 выемки внутри, Мгм. они мне напомнили, что это похоже на профиль человека, силуэт. Мгм. И пришла такая мысль. Реализовал Круто. я эту идею вообще где-то 1,5 года назад, но Мгм. почему-то именно сейчас она обрела такую известность. Мгм. Нет, Тогда она почему-то не прошла так заметно. мне ее показал как бы мой сын сразу. Он достаточно такой, не сама, а вот такой критичный парень. Говорит: мам, вот это круто, посмотри, что делает парень. И это мужчина, да, Эрвин. И он меня познакомил с твоим творчеством в Инстаграме, потому что я небольшой фолловер Инстаграма. Все-таки я больше люблю Facebook, если честно, YouTube. А вот он у нас продвинутый в Инстаграме, он меня познакомил с твоим творчеством в Инстаграме. Мгм. Вот. Скажи, пожалуйста, кстати, дорогие друзья, подпишитесь на нас, пожалуйста, в Инстаграме, в Ютубе и везде, правильно? Да, Смотрите обязательно. программу «Хавель Заранен». Дорогие друзья, подписывайтесь, ставьте колокольчик, потому что это очень важно. Идет монетизация программы не только в других соцсетях. Я хочу перейти только в дальнейшем на Мгм. YouTube-канал свой. Вот. Эрвин, у тебя есть такой Мгм. какой-то твой портал, где можно посмотреть сайт, как с тобой связываются клиенты, твои заказчики, да, как тебя найти? Я практически во всех есть соцсетях, Мгм. от «Контакт», «Фейсбук», «Одноклассники», даже есть там, ну, в И как «Одноклассниках» подписан? редко бываю. В основном Как подписан? Эрвин Сейтасанов. Везде одинаково, да? Эрвин Сейтасанов. Мгм. Мгм. Да, ну, разве что в Инстаграме я подписан как Эрвин Дизайн. Ну, в принципе, это мой такой личный бренд. Мгм. Все мои практически работы, они так и подписаны. Так, смотрим дальше, потому что тут еще впереди очень много интересного. Вот недавно было, если вернемся к теме Тамги, 18 мая, и вот такую ну, как бы визуальную картину ты представил, тоже очень трогательно. Мгм. Тамга. Тебе видно, скажи, пожалуйста, Конечно, конечно. да? Мгм. А, Да, да, видно. да, тоже смысл, как бы разорванная тамга, как разорванное сердце, душа Мгм. и как ниткой, да, склеенная. Скажи, пожалуйста, ну, сшитая, Мгм. тебе это кто-то заказывает или это ты делаешь сам для души, для себя? Вот все, что касается там тамги, допустим, да, с крымско-татарского, это заказы или Мгм. это твое творчество такое? В основном самые такие
креативные идеи, они идут чисто от меня. То есть, ну, довольно нечасто могут заказать какой-то дизайн, там, гик, к примеру. В основном что-то конкретное заказывают. А все, что связано с крымско-татарским направлением, узорами и прочими направлениями, это как бы больше, где-то процентов 80-90 это чисто мое творчество. Вот. Мне Машаллах. в этом мне как бы и интересна работа с такими разными формами, потому что тут нет какого-то другого мнения, чтобы оно могло повлиять на меня. Заказ все-таки влияет на конечную работу, ну, мнение заказчика влияет на конечную работу. А если брать конкретно вот эту работу Да, с Амирхан Амирханом, Султан изображен. это это заказ. Эту работу мне заказал, у нас есть коллекционер Айдара. Он живет практически на моей улице. Вот. И мы как-то с ним недавно встретились на съемках клипа у Наримана Балича. Вот. И мы как бы обсудили эту мысль, чтобы сделать такую наклейку на свой автомобиль. Он захотел сделать такую наклейку. Ух ты, круто. А ты работал с Нариманом Баличем на клипе? Да. Что делал? Рисовал. Вот отсюда поподробнее. Расскажите певице, пожалуйста. Ну, у меня так сложилось, что я участвовал в съемках 2 клипов. Первый клип, в котором мне посчастливилось поучаствовать, еще тогда менее известного Наримана Алиева. Это тоже мой, так сказать, земляк. Мы с ним жили в одном поселке. Вот. И мы так спонтанно решили снять эту работу. Он сам подбирал музыку, сам подбирал видеоряд, я чисто рисовал, он сам закладывал в это смысл. Вот. И мы потом участвовали с этим клипом в конкурсе Мейдан ФМ на ТРе. На песню Изета. Мы Это даже была хорошая соавторствовали. работа. Да. Вот. И мне очень приятно, что я успел поучаствовать в съемках у такого интересного человека, как Нариман. Вот. А второй клип у Наримана Габалича. В прошлом году, получается, были съемки. Он записал новую песню под названием «Алет Хайтармаса». Такой очень интересный, насыщенный клип был. И вот по сюжету я как бы создавал работы, и через эти работы проходила линия как бы всего Крыма, так сказать. Класс. Вот. Ну, очень интересная работа. Креативно. Стоит посмотреть. Я сейчас покажу еще, где-то были фотографии, видео с клипов. Ну вот с Наримана Балича нет, а с Изета работы были. Сейчас, ладно, поэтапно, хорошо? Потому что здесь настолько у тебя много всего интересного и яркого. Вот еще. Очень красиво. Крымско-татарская девушка изображена, по-моему, танцовщица, да, была у тебя? А это знаменитая личность, кстати. Да, Это Джемиле Джемиля Ханум. Ханум. Вот я ее сразу узнала, потому как ты изобразил очень четко ее пластику. Очень, так знаешь, читаемо, что это именно она. Скажи, пожалуйста, что тебя вдохновляет? Ты ходишь, танцуешь в коллективе. Ты женат? Нет. Вот, хороший вопрос я, значит, задала вовремя. Какая должна быть твоя избранница? Сейчас нас смотрят все, хорошо думай. Ну, во-первых, уже есть человек в моей жизни, который во многом соответствует моему, как бы, так сказать, идеалу. Вот. Мы с ней недавно начали так близко общаться. И за это время я уже понял, насколько... Ну, во-первых... Тогда я задам по-другому вопрос.
Да, я тогда задам по-другому. Что ты посоветуешь молодым ребятам, там, мужчинам, да, какими чертами должна обладать, на твой взгляд, крымско-татарская девушка сейчас, современная, да, в современном наших реалиях? Ты танцуешь в коллективе, видишь, да, общаешься много с молодежью. Какая она, на твой взгляд, и вот классная крымско-татарская девушка на сегодняшний день, современная? И где с ней Мгм. можно познакомиться? Где с ней можно познакомиться? Можно с ней познакомиться хоть в маршрутке, в принципе, особо, если понравилось, надо идти и знакомиться. Мгм. Ну, Вот. например, что ты Если подходишь и говоришь? Ну, как это вот, например, происходит? Вы знаете, я не так прям часто знакомился с людьми на улице. Обычно я настолько как бы общительный человек, что и постоянно с кем-то пересекаюсь в каких-то новых кругах. Мгм, Плюс ко мне заказчики бывают. Со мгм, своей девушкой я познакомился как раз-таки, потому что она обратилась ко мне за заказом. мгм, мгм. Вот. То есть тебе не надо было И мучиться, придумывать, а откуда вы с Узбекистана или еще какие-то фразы, да? да, да. Мгм. Э, Вот. А по критериям, если, то, безусловно, в ней должен быть такой конкретный крымско-татарский внутренний такой мгм, устрой, а, чтобы э, лично я человек, который очень сильно привязан к своему народу, для меня очень важно иметь такого человека с собой рядом, который во многом разделяет мои там, точки зрения, мгм, э, вектор, по которому я иду и идет наш народ. мгм. Вот. И в первую очередь это, конечно, внутреннее осознание того, кем она является по национальности, по вере, и это важно для меня. Вот, здесь изображена на этой картине девушка в таком темном во всем, строго, Мгм. все очень достаточно горделивая, видно, что с характером, сильная, с яркая, сильная. Тут, можно Мгм. сказать, что он может за себя постоять, да. Вот мне кажется, и во многих твоих, изображениях женщин ты показываешь достаточно такими сильными, не забитыми, скажем, да, с Мгм. характерами. Вот, и мне кажется, так ты видишь крымско-татарских женщин и таким образом передаешь. Я права? Я думаю, да, вы правы, потому что ам, только сильные люди, они могут поднять наш народ Мгм. на хороший уровень мировой, Мгм. мировой общественности, так сказать. А И твоя мама, это, да. она такая? Как Нет, она, воспитывала кстати, очень тебя мягкий мама? человек. Да? Да. У меня отец строгий, мать, она такая чуть, ну, Мягкие. ам, да, А как мягкая очень. зовут мамочку и как отца зовут? Отца зовут Рустем, Мгм. а Нашку зовут Мирьям. Селям им передавай большое. Как папа Алейкум воспринял, раз ассалам. он такой достаточно строгий, твое творческое начало? Легко ему было осознать, что сын дизайнер и художник? А, допустим, не, Ну, строитель и монтажер. мгм. Мгм. Ну, вы четко подметили то, что по поводу строительства у нас, в принципе, семья и родня, и семья связаны так или иначе со стройкой. Серьезно? Я не знала. Просто все крымские татары так или иначе связаны со стройкой, понимаешь? Да, Мгм. это верно. Воспринял он очень позитивно, потому что он все-таки творческий человек, как бы у него, он с детства, у меня лично прививал любовь к музыке Мгм. и к совершенно разной музыке. Вот. Хотя он сам не играет, но он как бы любитель музыки. Старшего брата он отправил в музыкальную школу на класс аккордеон, который он успешно Ну, закончил. тогда у него душа поет у отца. Да. Мгм. Вот. И поэтому, возможно, он, конечно, поначалу были, наверное, какие-то, может быть, сомнения, Мгм. потому что, ну, в моем роду, как бы, среди моих родственников нету людей, которые вообще хоть как-либо связаны не то что с изобразительным искусством, а вообще с искусством в целом. Мгм. Вот. Так или иначе там как-то соприкасаются, но никто в профессию это как бы ну, не посвящал свою жизнь профессии Мгм. подобной. И поэтому поначалу как-то было
наверное, возможно, у него были какие-то, может быть, сомнения, но он видел, наверное, то, что у меня как бы много что получается, и Мгм. он во многом меня поддерживает, чему, в принципе, я благодарен. Я продолжаю показывать твои изумительные совершенно работы. Тоже очень красиво, очень таинственно, чувственно. А какой уровень вообще, что происходит в Крыму, в твоем направлении, дизайнеров, художников? С какими трудностями, может быть, ты сталкиваешься? Или наоборот, да, что-то такое прогрессивное происходит? Да? Расскажи. Ну, в целом, что меня в первую очередь радует, это то, что есть определенная тенденция в развитии совершенно в разных направлениях. К примеру, Низе, моя очень близкая подруга, мы с ней Мгм. учились в одном университете. Мгм. Вот. И то, что она как бы как модельер, она раскрывается, расширяет свои границы, это очень круто. И вот она как раз-таки пример того, что нужно двигаться, нужно не как бы закрываться в одном Крыму. Вот. И если говорить о проблемах, это, в принципе, проблема не конкретно Крыма, а абсолютно любой периферии. Э, То, что сюда какой-либо прогресс, какой-либо уровень доходит позднее, либо вообще не приходит. И чтобы действительно себя зарекомендовать как человека действительно там, профессионала с совершенно новым видением и показать свою культуру на весь мир, то однозначно нужно выходить на более широкие как бы, площадки, естественно, приходится так или иначе куда-то ехать и себя показывать. Ну, благо есть интернет, и через В интернет твоей уже сфере везде намного можно. проще и легче, потому что, правда, есть интернет, и сейчас весь мир коммуницирует, сообщаются. Если ты что-то создаешь, раз за заказ в любую страну мира, ты можешь легко направить без проблем. И, ну, сейчас стало в этом плане, с одной стороны, проще, с другой стороны, конкуренция стала очень большая. И, как на мой взгляд, да, уже художник, дизайнер еще должен быть еще где-то айтишником, потому что выводить в формат 3D, 4D, что у вас происходит с этим направлением? То есть работаешь ли ты, если да, в каких программах, то есть анимация, да, сейчас очень сильно набирает обороты. Готов ли ты тоже расти в этом направлении, надо ли, или вообще не нужно это тебе, собственно, ты создаешь картины и все? У меня, я вот тоже задумался над тем, что по поводу анимации, либо чего-то такого подвижного, либо там какие-то видеоэффекты создавать. Возможно, я к этому и приду, вот, но по своему опыту знаю, что у меня довольно-таки широкий спектр деятельности, даже слишком широкий. И порой это даже бывает в минус, потому что определенное распыление сил на это уходит. Мгм. Как бы, и я для себя уже с годами, я пришел к такому мнению, что нужно выбирать определенные направления и быть уже в них как бы действительно профессионалом. Если брать по программам, в которых я работаю, это и графический дизайн, то есть это Photoshop, Corel, стандартный такой базовый пакет программ для графического дизайна. Также Мгм. я работаю в 3D Max, в AutoCAD, где создание уже 3D-моделей. Ну, у меня был такой период жизни, когда я работал в студии архитектурного дизайна, и я занимался разработкой 3D-интерьеров, ну, дизайном интерьеров. Даже Вот, так. это Ну, очень интересный действительно, опыт, у да. тебя, правда, широкий спектр. Скажи, отличаются заказчики крымские татары от других национальностей? Просят ли наши, чтобы было обязательно подешевле? Рассказывают ли и тебе, что ты приходишься родственникам через какое-то поколение другое? Количество золотой филигранной золота в работе, есть ли такое или нет? Ну, люди разные, это, наверное, вообще, наверное, бывает порой вообще не имеет никакого отношения к национальности, но ну, так получилось, что я где-то процентов 80-90 моих заказчиков это крымские татары в основном. Вот. И ну, определенная ментальность присутствует. Если как бы если говорить откровенно, то есть еще у нас народ еще так
тяжело подходят к каким-то новым формациям, к новым видениям. Есть очень глобальная проблема, это, в принципе, в дизайне в Крыму, как таковом, именно в графическом дизайне, если так смотреть. Использование каких-то уже давно устаревших клишей, шрифтов в оформлении каких-нибудь кафе, то есть уже настолько уже всех тошнит от этого всего, и ничего как бы нового, не в том дело, что не предлагается, люди не принимают этого, то есть они открывают тандырную какую-нибудь лепешечницу, вот, и им нужно, чтобы там было вот таким каким-то корявым, типа арабизированным шрифтом написано, и чтобы было побольше яркости и каких-то вообще среднеазиатских элементов в узорах. То есть есть определенного рода проблема, вот, с которой я потихоньку, но борюсь. Ну вот здесь, я так понимаю, ты оформлял какую-то парикмахерскую, правильно? Да, да, Бахчисарай. Очень круто, мне очень нравится. Причем у тебя такое ощущение, что сзади в портрет Пушкина, ты знаешь? Серьезно, и вот эти творческие глаза очень, ну, меня поражают глаза. Они очень живые, они с трагедией, они со страхом. Ну, то есть это реально картина. И я не знаю, кто тебе заказывал А эту вы узнали работу. этот образ? Конечно. И это Джонни Депп, человек с Да, ножницами. да, Но он у тебя да, да. получился круче, он у тебя интереснее получился, этот опыт. Ну, как по мне. Саунс, это Да. приятно. Интересно так И посмотреть со стороны. именно, как тебе сказать, есть драматургия в этой всем. Ну, реально парикмахерской с тобой повезло. Я не знаю, кто этот заказчик, но респект, что они тебя пригласили. Это классно. Ну, это мое ощущение абсолютно такое. Мгм. Вот. Я буду постепенно показывать еще твои работы параллельно, да, я один раз показала фесочки, вот если можно, расскажи, что это за фесочки и что это, молитва, я правильно понимаю? Нет, там все абсолютно надписи на латинице. Это А, такая стилизация. ага, Где-то написано, вот, например, на одной из белых фесок написано «Уруфат». Это название коллекции, которую я ага, несколько лет назад презентовал. Вот. Коллекция была сделана скорее не с целью какой-то продажи или раскрутки мгм, бренда фесов, а именно с позиции как элемент искусства. мгм, То есть изначально не стояла задача, чтобы их штамповать по 250 штук мгм, и чтобы каждый в них ходил, мгм. каждая девушка в них ходила. А это была как бы скорее выставка, чем презентация товара. Очень стильно, Вот. очень И, красиво. ну, основная мысль, почему мне пришла такая мысль, Мгм, это было связано с тем, что у меня есть друзья, мгм. хип-хоперы, с которыми Да. вы общались Рэперы, как-то да, на вашей передаче. да, да, да. Да-да. Вот. И Привет, я их такой активный фанат, и это мои мгм. друзья. Я Да, тоже. салям алейкум. Вот. И я был на всех их концертах, на всех их выступлениях. И я видел, как девушки приходят в образах. Ну вот фес, например, обычный фес, его не оденешь с вот такой какой-нибудь пайтой, с какой-то с балахоном каким-то. Все-таки он такой имеет классический элемент, традиционный. И у меня возникла мысль, а вот в чем может девушка прийти на концерт к Сирану или Мгм. к Осману? И у меня, ну, я вообще как бы активно занимался в юности, в ранней юности, так сказать, занимался граффити, рисовал на стенах, портреты, все дела. Я сейчас покажу. И У меня есть как бы твоя мне это работа. очень близко. Мгм. И Вот мне это очень это близко. граффити на стене, да? Хип-хоп-культура, Мгм. да, да, да. И появилась мысль,
я заказал у знакомой швеи заготовки, и их уже расписал в таком урбанистическом стиле. И это зашло, это понравилось людям. Мне прям было очень приятно, потому что особо даже, хоть у нас народ очень даже критичный порой каким-то новым новаторством, я как такой критики даже не слышал. Скажи, это Вот. граффити на заказ было или это, ну вот, потому что остановка, это ж надо получить разрешение, чтобы обрисовать стену? Красиво. Да, это было в рамках, еще в 2013 году, это было в рамках городской программы. А сейчас есть эта картина? Привлекали... Она там, куски какие-то остались, но уже она подзаклеена всякими объявлениями, там уже что-то и рисовали другие уличные, так сказать, художники. Жаль, очень красиво. Но я хочу сказать, что она довольно долго продержалась, то есть где-то год или два ее особо даже не трогали. Вот. Ну, есть в среде графитчиков, правильно сказать, райтеров, такая некая солидарность к работам. То есть, если видят красивую работу, ее, ну, да, не стараются закрашивать. А вот это какая красота! Мне очень нравится тоже вот этот образ. Сильный, мужественный волк, такой аскер на коне. Очень красиво. Что тебя вдохновило? Вдохновила вот как раз-таки мужественность и образ мужественности. И из этой серии у меня пока 2 работы, но я планирую расширить ее до некоторого количества. Вот. Одна из них это вот Демирджи есть, а другая вот Авджи. То есть 2 таких... мне хотелось бы отобразить в этой серии работ разные сферы деятельности людей в целом, увлечения их какие-то, и в то же время показать характер наш, крымско-татарский характер. Вот вторая работа, да? Да. Петь-Гузель. Да. Как много времени занимает у тебя, например, вот такая картина, как мы сейчас видим? Такая, в принципе, в плане именно самого рисования не так много. Вот хочу заметить, что именно эта работа была, и предыдущая работа была создана с помощью графического планшета. Вот. То есть я его подключаю к ноутбуку и как ручкой рисую. Вот. И больше занимает времени подбор материала. То есть надо найти какой-то исходник человека, который вот так вот стоит. То есть нужно какой-то образ ему, что-то дорисовать, например, бороду там как-то отобразить, какие-то элементы поискать. То есть сначала большое времени занимает именно подбор материала, а уже как режиссер, сам по себе процесс рисования, да. Как режиссер ты видишь картинку, я Да, правильно ну поняла, вот сюжетную набрали линию? материал и погнали, да. Погнали, я поняла, так Да. есть. Погоним дальше, посмотрим на вот такую красоту. 3 красавца. Расскажи, пожалуйста, что это? Это мое хобби, моя отдушина от каких-то дел вообще, даже от своего творчества, потому что тоже, ну, устаешь как бы от постоянного работы в одном направлении. И я уже 3 года уже, да, уже 3-й год, как я занимаюсь в ансамбле крымско-татарского танца у Медата Халилова. Скажи, а там нет возрастной категории? То есть сколько тебе лет? До скольки там Мне можно 30 танцевать? лет. А? Мне 30 лет. 30 лет. Так ты большой ахай уже. Скажи, пожалуйста, Да. разрешают вам там танцевать большим ахаем? Наверное, я являюсь таким неким исключением из всего. Так это классно, супер! Все давайте на танцпол, все правильно. Да. Ну, есть какое-то ошибочное мнение, то, что, ну, входить в студию можно только
до там какого-то возраста, Пока даже не не знаю до женился, какого. знаешь, как у нас Да, обычно. да, Женился, танцы заканчиваются, песни да, тоже, собственно. Отращивается большое пузо сразу. да. Вот. Не-не-не, И, все правильно, танцуйте. Мгм. и как-то так получилось, что я действительно из тех людей, кто танцует в моем коллективе, я самый старший в коллективе. То Мгм. есть мой руководитель, он старше меня на полгода, Мгм. получается так. Ну, Медат. А Вот. не думал ли ты продолжить профессионально, именно хореографическую деятельность, пойти, допустим, в ансамбль тот же Хрым в дальнейшем танцевать? Ну, там планка значительно выше. То есть Атэш — это все-таки любительский коллектив. Ну, я не видела, То как есть, ты танцуешь, хотя вру, в Инстаграме видела, хорошо. Вот, хорошо. Но на фотографиях смотришься очень замечательно. Вот прям верю, знаешь, там, да, молодец. Так, что у нас здесь еще? Я хочу еще показать, успеть как можно больше твоих работ. Я мгм. знаю, что это не все, тоже посвященные 18 мая картина. Скажи, пожалуйста, если бы у тебя был миллион, какой бы проект во что бы ты вложил деньги? Именно м, Все что угодно. конкретно направлены на свое творчество или на творчество, или на вклад в культуру. А нет, скажи мне, вот у тебя миллион долларов, куда бы ты их вложил? Мгм. Глядя на Джами? Наверное, открыл бы студию. Мгм. Открыл Студию, бы студию. студию чего? Вот. Потому что Да. студия, Ну, студию, арт-студия. 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 То есть, Мгм. в которая бы да, себя бы включала бы и изобразительное искусство, и дизайн, Мгм. и, возможно, какие-то и видео искусство тоже. То есть что-то такое Класс. А очень в каком обширное. городе? Вот. В принципе, В каком городе? Какой город тебя вдохновляет? Где? Чуть-чуть подвис ты, пока ты алло, Да-да-да. я тут мне звонили, я просто выключил. Мгм. Ам, В Симферополе, ну, мне Ахмеджит как тебе бы, нравится? да, Мезджид, да. Мгм. Мне очень нравится Бахчисарай Мгм. по своему антуражу такому. Я туда приезжаю, у меня прям Мгм. такое прям отдушина некоторого рода. Мгм. А предки Я откуда? прям Из ощущаю. какого города предки у тебя? У Из меня все Крыма. предки из одного региона Крыма, это Байдарская долина. Мгм. Байдарская долина. Ну, там красота, там красиво. Да. Вот здесь эта работа, подскажи, пожалуйста, ты работал художником в ресторане? Я правильно поняла, что это знакомый ресторан, не могу узнать? Это такое небольшое кафе. Мгм. Его открыли в 2014 году. Мгм. Оно такое очень компактное, небольшое, находится в Акмесджите. Ну, это твои картины, я правильно понимаю? Это, получается, я брал работы известного художника Нурия Кубова Мгм. и как бы делал репродукцию, получается, по мотивам его работы, так сказать. Я Мгм. рисовал, расписывал Классно, эти сцены. классно. То есть ты работаешь, ты ну, плодовитый, работаешь бесконечно много, да? Вот еще. Ну, стараюсь. Кто вот здесь изображен, кого ты рисуешь такую красивую? Это моя давняя подруга. Мгм. Мы с ней очень давно знакомы. Мгм. И у нее была интересная такая фотосессия, Мгм. где э, снимал эту фотосессию Смаил Тантана, тоже очень Мгм. такой талантливый фотограф. Да. Вот. Ну и, естественно, мне это очень вдохновило, и у меня была тогда еще мысль реализовать несколько работ, именно таких максимально реалистичных работ в карандашной технике. Вот и так получилось, реализовал. А это?
А вот это как раз-таки то, над чем я работаю уже, наверное, не первый год. Это такой новые формы, так сказать. Я беру традиционную форму килимного орнамента крымско-татарского, которая мне жутко нравится. Мне нравится такая геометрия, четкость форм и некоторого рода математичность этого всего. И это своего рода поиск новых форм стиля, крымско-татарского стиля, которая, Класс. я думаю, в будущем выльется в определенные какие-то новые, может даже какие-то новые направления. Класс. Я очень уважаю традиционное искусство и очень ценю людей, которые работают чисто в традиционном направлении. Я выбрал для себя нишу именно в движении, так сказать, вперед. Я отталкиваюсь от базы крымско-татарского народного искусства и пытаюсь интерпретировать в каких-то новых формах, в поисках новых каких-то идей. И это нацелено в первую очередь на то, чтобы о нас, о нашей культуре узнали во всем мире, потому что, Класс. может быть, не все поймут, например, традиционный орнамент, он безумно красивый, но бывает не все люди, которые не сталкивались с этой культурой, не все сразу воспринимают, а если они видят ее с элементами того, что они чего-то уже видели, то есть с элементами западной культуры, западного дизайна, то, естественно, у них больше будет интерес узнать о нашем народе. Молодец, молодец. На самом деле, Эрвин, я хочу тебе пожелать мирового успеха, международных площадок, чтобы твои выставки проходили во Франции, в самых креативных музеях, в Дубаях, я не знаю, там, где ты захочешь, в Турции. Ты очень талантливый парень. Вот искренне вот радуюсь за таких ребят, как ты, девушек наших, ребят. Вот я хочу тебя поблагодарить. И скажи, пожалуйста, что для тебя Крым? Это наше такое, подрезюмируем, да, в 5 словах, 5 словами. Охарактеризуй, что для тебя Крым. Ну, в первую очередь хочу вас поблагодарить за интервью и за такую напутствие. Интернет-дружбу! Мы с тобой интернет-друзья! Я твой фолловер! Чок Салмус, это меня очень воодушевляет, и с такими людьми, как вы, действительно хочется идти дальше. Чок Салмус. По поводу 5 слов, в первую очередь, Крым, что это такое? Ну, это крымские татары, в первую очередь. Это земля красивая. Это музыка крымско-татарская. И ваша музыка в том числе тоже очень отображает весь колорит нашего богатого народа. Это визуальное искусство крымско-татарское, безусловно. Ну и ислам. Круто. Спасибо, Эрвинчик. Чок Сау. Ахмеджид, селям, харам селям, дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Кофе с Эльзарой, подписываемся на канал в Ютубе, пишем комментарии, ставим лайки, дизлайки, все что угодно, пишите идеи, кого бы вы хотели видеть в гостях, на какие темы хотели бы поговорить. Все, спасибо. Саул. Счастливо. Саул.